Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu barsha doil. Пытаюсь выйти своевременно в эфир. Так. Что-то подождем немножечко. И продолжим. Может, вы думали, что сегодня уже не будет, да? А нет. Будет сегодня эфир. Будем сегодня обсуждать актуальные проблемы по мере возможности. Так что не всегда все получается как. Что за тема? Тема история. История. Этнография. География. Актуальные проблемы. Ва алейкум ассалам, Бекхан. Бекхан, омачо война. Потерялись мои братья. Сунаятра, каркапяки на мяцу. Каркапяки, чьи молодой нускал коричи. Пропадают мои братья. В эфире. Эфир только что, в принципе, начался. Сегодня немножко задержался, но на то были причины небольшие. Мы их решили. И вот в эфире. Решили частично, чтобы провести с вами приятный вечер. Так вот. Ассаламу алейкум, Селхан, Цхамуала, а чего отдел вопрос-ответ, дирдуш, вацархо. Гала, чуху вопрос, Делер, что-то я не помню, чтобы мне вчера Алла задал вопрос. Что за вопрос? Повторите. Или можете отправить запрос, зайти в эфир и рассказать. Я так понимаю, что когда ты соединяешься в прямом эфире с кем-нибудь с Европы, то долго говорить не вариант, он автоматически выбрасывает, потому что я так понял, что в России пока Инстаграм еще под запретом, только через VPN, видать, из-за этого выкидывает. Вот. А так я не видел вопроса, может быть, из-за этого. В чем заключался вопрос? Мы ответим, никаких проблем нету. Да, мне сегодня пришло, оказывается, орстхоевцам отказали провести религиозный обряд саг. Аштах, кажется, если я не ошибаюсь. Они хотели провести саг по мухаджирам, которые были отправились в Турцию. Ну, там целый большой текст. Мне его тоже прислали. И запретили, говорят. На чем основывается, я не знаю. Но там такой текст, публиковать я его не стал. Немножко было бы неправильно с моей стороны. Это внутренние дела Ингушетии.
У нас таких запретов нету. Если те, кто проживает в Чеченской Республике, Уарстхуай, хотят провести тем более религиозный обряд саг, никаких проблем с этим не будет. На своей исторической родине они могут провести, с этим проблем нет никаких. Вот этот вопрос как бы не относится к нам, этот вопрос уже пускай решают на своем региональном уровне. Хотя в первую очередь скинули мне, скинул сам Уарстхо текст. Ну, думаю, что, я не знаю, честно сказать, зачитывать его или нет, не стоит. Где здесь этот, вчера Осман, который больше всего говорил об орстхоевцах, о карабулаках и так далее и тому подобное. Вот ему нужно было это прочитать и отправить. У нас, в принципе, хорошие отношения. Уарстхо — это часть Нохчи народа, и если бы даже кто-то хотел сделать сау, религиозный обряд, тем более, никаких запретов, думаю, что, я предполагаю, не было бы. Вот. Уалейкум ассалам. Магас. Мы Нохчи, да. Уалейкум ассалам. Тима. Тами 95 394. Да, есть у меня этот полный текст, я вам говорю, мне его прислали сами. Один из представителей Уарстхо мне прислал этот текст. Фамилии, все там есть, конечно. Нет, я не стал публиковать и не буду, потому что это как бы внутреннее дело самих ингушей, их руководства. Поэтому сейчас скажу вам ссылка. Некий ну, надеюсь, что упреков в наш адрес извините. Так, сейчас. Мгм. Так, сейчас, минуточку внимания, друзья мои. Ага. Ты говоришь то, что тебе... Хотел показать вам. Так. Ну что, друзья, давайте посмотрим видео.
Валикум ассалам. Сначала прочитай от. Так, давайте посмотрим, что здесь написано дальше. Сейчас, подождите. Все не могу одновременно. Башлам. Братик, смотрел Зурабова «История войнаха» в Ютубе. Что скажешь? По Зурабову я вчера сказал. Что касается истории, касаемо аланов, асов, это уже как бы... Там есть небольшая ложь в плане чего-то. Он сказал, что якобы чеченцы отказываются от аланизма. Это неправда. Есть у нас ведущий аланист, специализирующий, работающий над этим, Хизриев Хаджи Ахмедович. Никто не отказывается. Просто мы не говорим, что мы единственные аланы, мы не говорим. А так, про Аланское царство мы рассказывали. Могильники, которые были найдены, ДНК на сегодняшний день ближе всего к чеченцам. Старые аланские захоронения раннего периода найдены почти что 20 или 30 захоронений на территории Чеченской Республики. Со времен еще Советского Союза считается, что Магас, Маас, Манас, каждый по-разному называется, что находил на территории Чеченской Республики, где находится Нохча, Алганюр. Там до сих пор находят раскопки, кувшины и так далее и тому подобное. Но внимание на это не выделено огромное. Я не знаю пока, что делают наши археологи в этом плане, или там должно быть какое-то принято решение. Вот в этом плане он слукавил. Что касается сначала, я вчера показывал этот ролик, касаемо войнахов, то, что он говорит по войнахам, повторюсь еще раз. И вчера говорил, и сегодня говорю. Если войнахи при перечислении Муса Зурабовым он перечисляет Нохчи, Мялхи, Уарстхуай и идет дальше и говорит Галгай. Такого войнахизма нам не нужно. Во-первых, Мялхи, Уарстхуай, Экки – это часть Нохчи народа. Если он говорит, чтобы вот это все не перечислять, правильно было бы сказано, что мы все войнахи, говорит, коротко, если сказать, тогда нужно говорить так. Нохчи, Галгай, Мялхи, Джейрхуай, Несерхуай, Веппи и Уарстхуай, и вот так перечислить. Получается, чеченский народ делится на части, там еще приписали хивсуров и так далее и тому подобное. То, что исторически когда-то у нас корни, это никто не оспаривает. Но приписывать хивсуров там, единственное, кто относится к этому термину войнахи, который был выдуман в 1930 году, там относятся нохчи, чеченцы, ингуши и бацвийцы. Вот к этим трем обществам, у которых единый корень. Никакие Экки, Мелхи, Уарстхуай, которые не являются народами, они являются частью единого народа. Вот что я считаю. И заключительное по Зурабову, то, что я хочу сказать, тот, кто не смотрел вчерашний эфир, пересмотрите. Я категорически против и считаю, что не дело ни Зурабову, ни кого-либо рассказывать нам и говорить, что каждый район Чеченской Республики должен являться республикой. То есть он говорит Шатойская Республика, Чеберлоевская Республика, все чеченские районы. Тогда нужно делать дальше. Джайраховская Республика, Ферпинская Республика, ну и остальные, кто там есть. Если на то пошло. И это глупо, это как раз таки не является тем, что объединяет нас. Как раз таки это противоположное. Я думаю, это не то, что неправильно, это немножко даже противозаконно. Вот. Дальше ответим на вопросы. Магас. Подождите, здесь не вижу вопроса. Башлам, братик, так. Башлам, ты знал про присяги чеченцев в 1807 году? Я знаю, нет, про 1807 год присягу, возможно, есть. Я знаю многие присяги. Я знаю про присягу 16 века, я знаю про присяги, начиная с 17 века. Про чеченские присяги, если ты говоришь, я знаю.
Ты за это не переживай. Я знаю про ваши присяги, начиная с 1734, начиная с 1700 и так далее, и тому подобное, 70-го, 1801. Ты за нас не переживай, за наши присяги. Присягу дали, присягу убрали. Это мы как-нибудь разберемся. Ты ковыряйся в своем навозе, а мы в своей истории сами разберемся. Башлам братик смотрел Зурабова, ответил про присягу ингушей 810-го, 770. Там до 770-го тоже были присяги. У чеченцев были присяги так и тогда. Вчера это обсуждали. Вам лучше знать, кто присягнул. Почему дела Орстхой ингушей не наше дело? Сашичуай б Орстхой, мое дело и наше дело, проблема Орстхой и Ша. Тадала Сагук. Чеберлой, речь не об этом. Речь идет конкретно об Орстхой, который проживает в Ингушетии. Им запретили проводить саг на территории Ингушетии. Юридически мы не имеем права, ни административно мы не имеем права воздействовать или даже как-то каким-то образом законодательным уровне это делать. Мы можем как сказать, что это некрасиво, что у нас это не запрещено, и наши Орстхой в любое время могут провести саг. Вот то, что я и сказал. Далее больше еще обсуждать, там есть целый текст, и это сами Цвечу Орстхой написали, Цвечу Орстхой он там записан. Зачитывать это, наше ли это дело, я спросил у вас, и все. Башлам, что с восточной стороны, что с западной стороны, как раз есть Эрштхой. Да, навчишских-то земля отцов, да и мах нохчичу. Да, есть, я согласен. Именно присяга, перейди на мою страницу, там мне, в принципе, ты не переживай, еще раз говорю тебе, мне до твоей страницы и твоей присяги, знаешь, ассаламу алейкум, ты ва алейкум ассалам, короче, обманка, дальше, Башлам. Нохчмаххой Богу худудийца. Нохчмаххой — это бывшая область, которая относится, это вообще-то Ичкерийская область, Ичкерийский Тухум бывший, но поскольку царская Россия потерпела два сильнейших поражения от ичкерийцев, вот это название было заменено, слово Ичкерия было заменено, и вместо него назвали Нахчмаххоевский Тухум, потому что все, кто в этом Тухуме, в основном, они спустились из Нашки, первые, кто перешел с Нашки во время реконкисты, вот так и назвали их Нахчмаххоевцами. Мухухо, альхамдуллах, государство Шалажи, что было в Чечне, президент был Руслан Закриев. Да, был, ты знаешь, честно тебе скажу, он достойный президент был бы у вас, такой, какой вы заслуживаете. Так, мулухо, альхамдулилля, дикво. Дальше. Вот, дальше, все, заканчивается. И давайте два видео, которые я вам хотел показать. Послал, извините, к ингушам 18 тысяч казаков, считая, что их по численности ингушей будет достаточно. Приехав утром из завоеванной Чечни посмотреть на завоеванные земли ингушей, я увидел только трупы казаков и понял, что действительно этот народ и есть воинственный и никем не покоренный народ ингуши. Развернул карету и поехал в свою Чечню отдыхать. Послал, извините, к ингушам... Вот такой текст нарнийцы написали, отдали Артем Платов, кажется, да? Отдали его Артему, поскольку, видать, нарнийцы решили, что это фуфло должно пройти. И, к сожалению, Артем повелся на нарнийские сказки и прочел. А теперь давайте посмотрим, что после. Ты говоришь то, что тебе рассказывали. Если что, твоей вины тут нет. Так, слава богу, что вы это понимаете. Зачем мне сочинять? Да, иногда я ленюсь и некоторые источники не проверяю. Например, мы с ребятами, когда с чеченцами общались, там я зачитал Ермолова, но оказалось это фейк. Именно
там небольшая часть, абзац, когда вот были войны, да, там чеченцы с царской властью России воевали. Я сказал, что я это не проверил, и это была моя ошибка. Ты говоришь то, что тебе рассказывали. Если что, твоей вины тут нет. Вот таким образом подтасовываются, отдаются тексты, документики, вырезки, цитаты ребятам, блогерам. Вот точно так же были отправлены тексты Кулумбекову, точно так же были отправлены материалы и Артему, и остальным. Благо Артем это осознал. Я еще в то время, когда он зачитал, ему говорил, что этого нет. У меня есть записки Ермолова. Вообще никаких 18 тысяч потерь от Ермолова в Ингушетии никогда не было таких жертв. Тем более от армии Ермолова. А другие материалы я отметил, я их зачитывал вам. Тут нету ничего. Дело в том, что если бы он даже зачитывал только касающиеся ингушей, тут бы вопросов не было. Можете дальше говорить или что-либо там рассказывать про свою историю. Но там речь была и о Чечне, в первую очередь, где нас затрагивают, нас задевают, и в любом случае в историческом плане. И это было неправильно. С учетом того, что все крепости, построенные и до Ермолова, и после Ермолова, были построены в основном против чеченцев. И защитой военной грузинской дороги от чеченцев. Об этом уйма доказательств и уйма исторических документов. Начиная от Владикавказа, Назрани, крепость Грозная, Петропавловская, Илиновская, Кизляр, Внезапная. Все эти построенные крепости, они были против чеченского народа во времена историческом плане. Послушай, для начала History of Кавказ. Писать больших текстов не надо. Зайди, отправь запрос, показывая свое личико, а я тебе отвечу на твои вопросы, если посчитаю того нужным. Монолитом, когда стали, да, они были всегда монолитом. До тех пор, пока в 17 веке от них не откололась одна часть, один тейп откололся, возомнив себя народом. И пошло-поехало дальше. Дробление пытаются дальше дробить, но никак не получается. Монолитом были всегда. Весь народ, который говорит. Потому что от запада до востока жили, говорили на одном языке. Что касается нападений, убийств, кровной мести, это было. Вне всякого сомнения. Потому что когда терпели и государство Семсир, и остальные государства, понимаете? А остальное не считало себя общество народом. И вы не считали. И не было народов. Понимаешь, вот в чем проблема. Вот в этом твоя проблема. То, что ты думаешь, что это так. Определенное время даже сами ваши, кто заходил в эфир и говорил, до 19 века некоторые джейраховцы даже не говорили, что они ингуши. Так что не надо рассказывать нам сказки про наш народ. Ты в своем-то сильно не разбираешься, что говорить о нашем. Не каждый народ заключал от себя. Ты ошибся. Допустим, Шейх Мурза Окотский заключал именно от тех, кто находился близ него. Туда входили и ичкеринцы, туда входили и ауховцы. Договор, который он заключил. Это вы заключали. Не то, что заключали. Ездили вплоть до Кизляра. Где находится Кизляр и где находитесь вы. Ваши софир, чурар, вамаз, дигду. Поэтому нужно об этом знать. И Луганский Мерзала Маршал Дуса Хомсар Омег Мансур задонатил. Мансур ДРС Хил дал Сидуал дал Духуахуал. Огромная благодарность. 2 человека
уже поддержали нас, поддержали наш канал. Огромная благодарность за поддержку, за то, что не забывайте нас поддерживать. А так, я еще раз говорю, если ты хочешь поговорить, отправь. Расскажи мне тогда про общества, которые заключали по отдельности. Потому что в договоре, который вы заключали, допустим, разные общества. Не одно общество. Ты уже врешь. Там разные фамилии, разные общества. Кстати, отдельно и Уарстхуай, там отдельно и другие. Туда же входили и Нашхуай, и остальные. Но Нашхуай и остальные отказались от этого договора. Точно так же заключали договор 3 старейшины из шубутов. Эти договора тоже были. Но они были расторгнуты чуть ли на 2-3 день. Это мы тоже знаем. Но проблема в чем? Проблема в том, что ты, человек, который даже боялся смотреть в сторону царской России, не то чтобы воевать, упрекаешь тех, кто с имамом Шамилем, с Бейбулатом Таймиевым, шейхом Мансуром и Бершейхом с многие года и века воевали в историческом плане. Понимаешь? Ты знаешь, до 17 века у вас ничего и не было. Вы были единым царством. Вот как раз таки ты говоришь, почему не было единого царства. Ты опять врешь. Единое царство было, и грузины об этом говорят. Единое царство называлось Дзурцукетией. И Кистетией называли. Вот в чем проблема. Вот еще один раз ты напишешь что-нибудь подобное. Убежали те, кто боялся шейха Мансура, кто боялся имама Шамиля, кто позвал имама Шамиля, а потом, испугавшись, побежал к царю и воевал против имама Шамиля. Ты про себя говоришь. В отличие от тебя и тебе подобных, шейх Мансуром был почти что весь Кавказ. Он не сбежал. Он ушел туда, и не один ушел, а почти что 40 тысяч воинов. Если ты говоришь, что не поддержали все чеченцы, да и без тебя, и без твоих соплей знаем. Без норнийцев мы все знаем, и мы говорим об этом. Отказались и чеченцы отказались, и кумыки отказались, и некоторые другие дагестанские народы отказались после Кизляра. Потому что не было вот этой военной подготовки, не было общего военного построения, и друг друга чуть-чуть они недопонимали. И шейх Мансур, ты назови хоть одного героя у себя, который мог в 23 года возглавлять и стать имамом Кавказа. Когда-нибудь за всю свою жизнь и существование хоть одного назови. Понимаешь? Что касается структуры, мягкда, все это было. И в Дзурцукетии было, и в Кистетии было. Но мне уже не интересно с тобой болтать. Если ты зайдешь, поговорим. А так ты потомок Гургала, который без головы 3 часа воевал. Мне ты не интересен. И не надо потом плакать, говорить, ты не ответил на вопрос. Армия была? Была, конечно. Была. Брат Адлан поддержал наш канал. Адлан, ДРС Хил, дал Сидуэл. Огромная благодарность за поддержку. Было, конечно, государство. А точно так же и государственное устройство и имамат Шамиля. Вот проблема в другом. Конечно, вся история говорить о централизованном государстве здесь немножко скажи Башлам, что с ним общается, скажи Башлавака под названием Лорс Андерсон Лариска. Ну, Лариска Сосиска нам уже интересная провокаторша, которая вечно плачет, которая ничего не может доказать. Отправляют вот такие писульки Артему,
или там Кулумбекову, с ними все понятно. Друзья, сегодня эфир не посвящен этому норнийцу, честно сказать. Он мне, только идиот может это. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Ну ты дебил, конченый дебил. Меркель — это структура власти? Конечно, это структура власти. Послушай, ну, что взять с дебила? С дебила можно взять только так, смотрите. Домой. Меркель, парламентская республика, выбор старейшин. Все это является структурой государственной власти, экономика и все остальное. У меня, походу, здесь соседи строят по ночам. Так, дальше Башлан, что было? Да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Башлан. Шер тейп чурч вейлам чу кешнеш керта гинасуны мох замью. В основном те могильные плиты, на котором нарисованы оружие, это все во времена имама Шамиля. Это во времена имама Шамиля, эти надгробные плиты. Почему ингуши не возьмут свои земли у Хири? Стучат сверху. Так, диалог должен быть, чтобы кто-то понимал, что ты говорил. Башлам, по батарее постучи, ответ. Уже 12 ночи. Да уж точно, не хотелось мне подниматься. Были бячи. Конечно, были. И военно-начальники были. И политические лидеры были. Такие, как Бейбулат Таймиев и остальные. Там... Кто этого не знает? Тут в этом проблемы нету. Ответить или нет. Для начала, чтобы человеку ответить, я же позвал его, сказал, заходи и все. Да нет, что-то, видать, делали. Я не знал, что так сильно слышно. А ты говорит, я что? Ага, Бузуртанов.
что является военно-демократическим? Вот как вы себе представляете это? Так. Вот эту карту держите в памяти. И чеченцы кумыцкие указаны, а кисты ингушевские. Не лезьте на наши этнонимы, на нашу историю, на наши договора. Давайте, ладно, сейчас я вам еще один момент покажу. Я думаю, вам... Сейчас я вам покажу кое-какой документик, чтобы было понятно. Так. Меня слышно, видно? Раз, два, три, четыре, пять. Кто-нибудь напишите, скажите, меня видно или нет. Да. Давайте посмотрим вот это чудо в перьях. Вот эту карту держите в памяти. И чеченцы кумыцкие указаны, а кисты ингушевские. Не лезьте на наши этнонимы, на нашу историю, на наши договора. Вот эту карту держите в памяти. И чеченцы кумыцкие указаны. И вот посмотрите, про что этот человек говорит. Ингушские, кумыцкие, чеченцы написано на этой карте. Видите? А теперь я вам зачитаю документ. Карту я публиковал много раз. Зачитаю вам документ. Материалы новой истории Кавказа. С 1722 по 1830 год. Зачитываю. Народ ингуши, известный также под именем кистов или киштинцев, обитающий между реками Терек и Сунжи, будучи трудолюбивым и покойным, искал освободиться от притязания кумыков, аксайских кумыков и кабардинцев. Они зашли с просьбой о том кизлярскому коменданту и по собственному их желанию принятой в 1769 году в российское подданство и дали аманатов, как они уже издавна изъявляли склонность к принятию христианской веры. Кучно с осетинцами, будучи язычниками, то кизлярский комендант определил к ним одного кизлярского служившего дворянина и 10 казаков под видом обращения их в христианство, дабы кабардинцы и кумыки, видя российских людей, некоторым образом воздержались от причинения ингушам обид. Это Бузуртанову, который говорит, что они были якобы
кому они платили или нет. Сборник славянский о кавказских горцах. Зачитаем абзац. Страница 3. Как племя, немногочисленное и условиями жизни в горах приученное к тяжелому труду, путем которого только представлялась возможность существованию, следовательно, и не воинственность ингуши при выселении на плоскость весьма естественно должны были подпасть под власть наиболее сильных племен, хозяйничавших на той местности, куда они выселились. Таким образом, за право пользования удобствами плоскостной жизни ингуши обязаны были платить дань то кабардинцам, то кумыкам и даже Шамхалу Тарковскому. Слабость и невозможность силою отражать притязания охотников и так далее. Это страница 3. Дальше. До ингушей, 4 страница. До ингуш нередко в необходимости платил дань многим хозяевам за раз. Это положение, как сказано выше, подтвердилось просьбой ингушей в 1769 году присяги их под подданство России таким образом об обязательстве их из-под зависимости кумыков и кабардинцев. Хотя ингуши в том же 1769 году и были приняты подданство России, но, тем не менее, фактически зависимость их от кабардинцев все-таки продолжалась тяготеть над ними, и ингуши по-прежнему платили дань кабардинцам в год по одному барану со двора, и у кого не было баранов, то железом на одну косу. Это документ, сборник сведений о кавказских горцах. Страница 3 и 4. Давайте посмотрим, что говорит Гильденштейн по этому поводу. Так называют официально себя кисты некоторых уездов, которые живут рядом с Малой Кабардой, южнее Моздока, приблизительно на расстоянии 80 верст, преимущественно около реки Кумбилей, притока Терека, которые я посетил. Когда их в 1770-м русский офицер привел к присяге верности и достал заложников. Они до сих пор были почти неизвестны. У ингушей нет знати, но имеются некоторые издавна известные рода. Мацеки, Боза, Чов, Пшанув, из которых они, как свободный народ, выбирают себе говорящего старейшину и судью. Они находились в прежнее время под покровительством кабардинского алкайских князей, но при присоединении кизлярского коменданта, главы начальника и так далее и тому подобное. Гильденштейн, 1700-1773. И плюс здесь сказано, что они жили за Сунжей. Так что, думаю, дальше зачитывать. И кто что должен говорить, я думаю, вы уже сами понимаете. Но несмотря на это, и брат Ахмед поддержал наш канал. Ахмед Дерезхил дал духуахуал за поддержку нашего канала. Это все заметки русских? Да нет, это заметки кабардинцев, кумыков и немцев. Гильденштейн, допустим, немец. А здесь фиксация документов про аманатов и так далее. Я еще раз повторюсь. Я не говорю, что не было такого, допустим, с нашей стороны. Что не подписывали договор, что не было актов, присяги и так далее и тому подобное. Когда-то, с кем-то, в каких-то условиях, когда начали притеснения там со стороны
царской армии и так далее и тому подобное. Но как таковой, опять же, вы заметьте, я же рассказывал много раз, когда чеченцы ночью жили в горной части нашей родины, после нашествия там, Тамерлана, все жили в горной части. И когда происходила реконкиста, получается, кумыки ингушские, ну, получается, да, кумыкские шамхалы, кабардинские беки имели власть на плоскостных территориях до тех пор, пока не начали спускаться обратно чеченцы. Когда они начали спускаться, они потихонечку начали освобождать, усиливаться и освобождать свою землю. Были и нуцалы, были и шамхалы, были и беки, это все было. Это есть. Но видите ли, мы не отрицаем, что исторически это было так. Однако, но и не упрекаем. Я впервые, наверное, зачитал вам данный документ у себя в эфире. Доселе я никогда этого не делал, но, видите ли, Бузуртанов рассказывает, показывает карту, где говорит ингушские, там написано ингушские, кумыцкие, чеченцы. Там 3 разных, эту карту увидели все. Там не написано кумыцкие чеченцы. Кумыки есть кумыки, отдельный народ. Ингуши, чеченцы. Понимаете? Поэтому данная карта не является. Так зайти, расскажите о своей первой государственности, расскажите, когда вы были монолитом. А что является монолитом? Давайте проверим по этому вопросу. Если на протяжении долгого времени, вплоть до Каспийского моря, чеченские общества, такие как Мелхи, другие, инашхоевские, такие как Гунуай, такие как Дышни, я не просто говорю, как Лам-Эки, которые жили глубоко в горах Нохчучу, населяли, жили, были небольшие кабаки у них у Каспийского моря. Они занимались рыболовством, занимались. Ну, некоторые документы, которые буквально недавно, они говорили, что и занимались пиратством чеченцы. Хотя я в этом, конечно, сомневаюсь, но ладно, это не суть важно. Однако об этом говорится. Каким образом вы представляете чеченцев, которые живут с запада, востока, беспрепятственно проходит любой человек, садится и строит себе там селение, живет себе спокойно, валейкум салам. Возможно ли это было? Нет, конечно, было невозможно. Каждый кусок земли, каждый участок земли, который был под чеченцами, там мог селиться только чеченец до тех пор, пока не появилась царская Россия. Понимаете? И не больше, и не меньше. Поэтому ты сам веришь в то, что ты зачитал. Берсанов, а ты веришь в то, что сказал Бузуртанов? Для начала скажи мне, ты сам веришь в то, что сказал Бузуртанов? Я ответил Бузуртанову только. Что касается, верю ли я или нет, это официальные документы, это книги, это документы. Заметь, что я еще добавил. Я добавил, что то же самое было и у нас. Я не говорил, что это только у вас было. Но есть разница между вами и нами, получается. Мы не упрекаем первые и не говорим, я, допустим, не брал этого и не обсуждал это. До тех пор, пока не бывает вот этих выбросов в адрес нашего народа. Никаких проблем нету. Конечно, есть. Пожалуйста, посмотри, Берсанов, видишь ли ты этот документ? Написано Будкова, материалы для истории Кавказа. Видно тебе? Смотри дальше. Видно тебе этот документ? Какого года?
Смотри дальше. Видно тебе этот документ? Смотри дальше. А вот этот документ тебе видно? Ты можешь верить, ты можешь не верить. Это дело каждого человека. Но мы занимаемся своей историей и пытаемся не влазить, поскольку сегодня каждый живет в отдельной республике, и каждый заниматься должен своей республикой. Ни больше, ни меньше. Ладно, продолжим эфир. Давайте задавайте вопросы. Кто хочет, может даже отправить запрос, войти в эфир. Ибрахим, есть ли в Ютубе вопросы? Кто-то желает, кто хочет. Разницы никакой. Достойными? Я тоже так считаю. Когда ты говоришь слово «достойные», не забывай немножко о теме. Муса Зурабов является достойным? Берсанов, ты можешь запрос направить мне для начала? Ты же достойный? Ты можешь показать свое лицо, я тебя не укушу, мы с тобой нормально будем вести дискуссию. Отправь запрос, покажи свое лицо. Ты же достойный, тебе бояться нечего, мне тоже бояться нечего. И я тебе задам вопросы, и ты задашь мне вопросы. Культурно. Вот камера с плюсиком, видишь, у тебя на экране? Ты можешь отправить запрос мне. Если ты за границей, тем более. Люди, которые говорят о достоинстве и о достойных, они должны себя вести достойно. Согласен ты с этим? Если никто из вас не пытается остановить, не пытается прекратить, вот, допустим, Муса Зурабов прямо сказал, что в каждом эфире Бузуртанов целенаправленно называет чеченцев и говорит про них гадости, что это недостойно. Показывая свое лицо, он сказал. Анна Боровая. У меня вопрос, как вы относитесь к межнациональным бракам? Сложный вопрос, Анна. Очень сложный вопрос. Я отношусь к нему, смотря как. Девушки категорически нет. Чеченская девушка не имеет права и не должна выходить замуж ни за кого, кроме как за чеченца. Это мое личное субъективное мнение. Что касается парней, тут я не могу ничего запретить и сказать. Правильно будет, конечно, жениться на той, кто является твоей национальности, если говорить правильно. Но и запретить, и говорить кому-то, что это делайте, не делайте, я не имею права. Если она принимает ислам, и он женится на ней, то это дозволено Всевышним Аллахом. Тут что я могу сказать? Ничего. Но расскажи про тайп Сандахвай. Что именно рассказать? Сандахвай, являясь одним из самых достойных представителей чеченского народа, тайп, который географически находится в пределах Шаройского района, если я не ошибаюсь, на границе с Грузией, в Высокогорье. Ничего плохого сказать не могу. Тейп, в принципе, небольшой, в пределах от 10 до 12 тысяч. Мусульмане, сунниты, участники войны, воевали на стороне чантийцев вместе со своими братьями чанты и шароевцами против некоторых наибов и имама Шамиля и так далее. Что могу сказать? Чистые ночи. Я ни от кого не прячусь, в эфир выходить не буду. Первый час ночи, сам понимаешь.
Не знаю, Берсанов. Первый час ночи я понимаю. Во-первых, здесь с 11 я начал, поскольку в Европе, в Америке многие подписчики, которые за границей, там 9 часов, 10 часов в некоторых местах. Поэтому зашел в эфир, это эфирное время. Если захочешь, зайди. Здесь ничего такого нету. Мы можем говорить о достойных людях, мы можем говорить, и чтобы обсуждать историю, а не историк. Ну, Берсанов, тогда я не могу тебя понять, в чем претензии. Зачем ты говоришь, ты веришь этим документам или тому, что ты зачитал? Я же тебе говорю, я не говорю, что я верю. Я говорю, что этот факт есть. Если Руслан показывает и называет нас кумыкскими чеченцами, я вам показываю обратно. Понимаете? Об этом должны все понимать. Это был ответ, я только лишь дал ответ. Вы очень удивительные, с одной стороны, и странный народ. Вы хвалите тех, кто оскорбляет чеченский народ, общий народ. Вы, я говорю, не конкретно о тебе, а большинство. Вы говорите, что таких, как они, нету. Вы говорите, что он шейх. Вы их спонсируете. Вы делаете все. Но когда вам говорят и отвечают этим людям, вы отказываетесь от них. Так про себя говорите, я его не поддерживаю. Но тебе говорят прилюдно, скажи, мы не поддерживаем, он лжет. Вы, братья Нохчи, достойны, и все, что он говорит, это неправда. Но вы же этого не говорите. И нам приходится отвечать, нам, точнее, мне, там, пару ребят, нас вообще мало здесь. Но кто тебе говорит, весь народ обсуждает? Я ответил конкретно на него. Я зачитал только историю, я же не народ обсуждаю. Исторические выдержки. Исторические выдержки, которые... Здесь речь идет не о народах, здесь речь идет об истории. Это исторический паблик. Вы любите упрекать, но не любите, когда отвечают. Когда отвечают, вы призываете к исламу и к нормам братства, адатам и всему подобному. Но будьте тогда справедливы по отношению к себе, и пускай ваше перестанет. Зашел человек и говорит, вы не были одним народом. Я вообще не затрагивал его и ничего не говорил. Я знаю, кто это такой, имеется в виду то, что по его писулькам. Были мы монолитом, не были мы монолитом. Я всем на протяжении 5 лет каждому обществу показал. Спанкиси, кистинцы, все сказали, что они нохчи. 99,9, кроме одной семьи, которые там из-за кровной мести переселились. Ауховцев, вы говорили, что там они не считают себя. Ауховцев показал, они все чистые нохчи. Там 46 тейпов, из них, даже если брать ваш доклад, по которому говорит, из них 9-10 наших чеченских тейпов лом-акинцев и остхоевцев, и 99% ауховцев, все, опять же, 99% они сказали, что нохчи. С Иорданией связались, они сказали, что нохчи. Сирии сказали нохчи. Со всеми я связывался, всех показывал в прямом эфире. Вы немножко опоздали. Так мы были одним народом? Ответь, да, были. Мы были одним народом. Оставались им фактически где-то до 17 века. И название дзурдзуки, и название кистинцы, это наше общее название. И в Аланском царстве тоже мы были вместе. Не было отдельно ни Ингушетии, отдельно ни Чечни и так далее. Было одно государство. Ну, не в прямом смысле. А вот этот человек зашел, говорит, если было государственное устройство, то что? Я ему говорю, мехкел, мехкда, бячи. То есть была экономика, был суд из старейшин, состоящий из представителей каждого. Была военно-демократическая структура государственности. Был родовой, непосредственно по родовому строю жили. И до сих пор некоторые живут. То есть выбирали с каждого типа. Были и военные школы были. Об этом писали, рассказывали.
А что насчет истории Афганистана? А что насчет Афганистана? Я не понял. Что вам нужно насчет Афганистана? Было военное сословие, которое называли в свое время арстоевцами, которые, начиная от Дарьяльского ущелья и заканчивая Аухом, или даже, может быть, даже дальше, все черные горы защищались непосредственно ими. Это была военная каста, в которую входили со всех типов самые здоровые, зрелые мужчины. Были старейшины, которые управляли. Что еще, не знаю. А так это, как мы разделились? Мы начали платить дань кабардинцам? Нет. Платить дань кабардинцам, об этом русские писали уже позже. Это уже 18 век. Там до 18 века еще уйма длинная история. Разделились мы с 17 века, считается. На последнем майстах был последний совет. Собрался совет старейшин по 3 обществам. Шубуты, галгаевцы. И, если я не ошибаюсь, третьи были то ли Эрлой были, кажется. Речь шла о том, что галгаевцы это была самая западная, фратрии были. То есть это западная граница была. Они граничили уже с осетинами. Вот. С грузинами, с осетинами. И самая западная. Не самые южные были Сандхуай, были Хальдеруай, Ченти. Это южные, там восточные, другие, короче, берлойцы. Вот. И когда на совете старейшин, насколько я знаю, это опять же было решение о принятии ислама, о том, что остается в едином составе. Шубуты и терлоевцы сказали, что мы единый народ и что не будут разъединяться. И многие приняли ислам. Хотя, конечно, было и язычество у нас, было и христианство в горной части, благодаря Грузии, Армении и так далее. Но галгаи отказались. Они сказали, мы будем отдельно жить, мы будем жить по верованию своих предков и так далее. После чего они полностью автоматически уходили из-под защиты своих братьев и так далее и тому подобное. Вот и все. Сандхуай, Ченти, Майстуай, Хильдеруай, они южные. Они южные. Шубуты – это шатоевцы. Южная граница. На границе южная часть наша граничит с Грузией. Юго-восточная – это Грузия, это Дидуэти, это Дагестан. Юго-восточная часть – это Шаройский район. Южная и юго-восточная. А восточная часть – это Чеберлоевский, Ауховский. Чисто восточная – это Шилковской. Северная – это Наурский район. И северо-западная – это Натеричный район. Западная – это Ачхой-Мартановский, ныне Серноводский, Ачхой-Мартановский, Галанчожский район. Учите географию, братья мои. Значит, из-за ислама разделились, что-то неправда потом. Нет, не только. Там речь идет, что есть ряд проблем, которые выставлять там нужно было экономические какие-то входить в состав. Ислам в том числе. Но ислам приняли чуть позже. Галгаи приняли чуть позже. Но проникновение ислама было и с обоих сторон. Никто не говорит, что чеченцы сразу тоже
Соу Сандхо, только в прошлом году нам разрешили вес Сандхой. Башлам, Аланское государство или военный союз? Аланское государство не военный союз. Это было государство такое, как ЕС, вот, из разных государств, республик нынешних. Башлам, Кейсло я, но, к сожалению, ничего не знаю про свой тейп. Так как живу в Европе, можешь коротко сказать в одном тейпе. Кейсло, ну что можно сказать? Что вы хотите узнать? Является ли Кейсло Нохчи? Да, это исконно чисто Нохчи тейп. Небольшой, до 7000. Написать про тейпы я обязательно напишу. Я могу ошибаться, просто у нас очень много тейпов, нужно по ним работать. И я обязательно напечатаю. Подписывайтесь на канал, приводите своих родных, лайкайте. Обязательно найдете, увидите и про свой тейп. Ассаламу алейкум, алейкум салам, башлам. Башлам пишется слитно, я одно целое. Если кто-то говорил от имени народа, должен кто-то Викалва. Руслан Сагу Викал Винвац Кам Алх Камял. Да народ не в ответе то, что творит человек, не чеченцы, не ингуши. Только свобода. Брат, слушай меня. Я понимаю, Алвяхкин Вацбаха. Но он говорит об истории. Он как блогер, как представитель ингушей, он говорит как представитель ингушей. И он говорит о всем чеченском народе. Если ты не веришь, допустим, смотри, только одна выдержка. Вот эту карту держите в памяти, где чеченцы кумыцкие указаны, а кисты ингушевские. Не лезьте на наши этнонимы, на нашу историю, на наши договора. Вот эту карту... Смотри, я тебе... Послушайте, я тебе показал один из роликов. Один. Он выступал в совете тейпов. Он во время митингов показывал карты, его приглашали. Про него очень много. Я понимаю, что ты говорил. Но я же, еще раз, я же не за весь народ говорю, опять же. Я же не за весь, я конкретно этому человеку отвечаю. Я всегда говорил, вот есть книга. Смотри. Вот есть книга. Видишь? Называется она «Ингуши и чеченцы». Видите? Называется она «Чеченцы и ингуши». Написал ее Ткачев. Труды Терского общества любителей казачьей старины. В этой книге очень много написано и о чеченцах и ингушах. Если я захочу задеть ингушей, я его зачитаю. Только про ингушей. Хотя в этой же книге есть очень много плохого и про чеченцев. Не было любви ни к чеченцам, ни к ингушам у терских казаков. Я не уверен даже, что сейчас есть пример. Я не занимаюсь разжиганием межнациональности, я говорю исторически. Вот Берже. Вот Берже. Называется книга «Чечня и чеченцы». Видишь? Эта книга, здесь написано про чеченцев. Здесь Берже говорит, что ингуши являются частью чеченского народа. И здесь все только о нас вместе. И ингуши, и чеченцы вместе. И он приводит достаточно здесь доказательств. Итак, продолжаем. Вот книга «Кавказцы». Это книга конца 18 и начала 19-го, то 1820. Смотри, я просто открыл страницу. Я сейчас отвечу, подождите. Чеченцы, называемые также от соседнейших народов мичекизовцами, граничат к северу с селениями гребенских казаков, отдельно Териком, к западу брагунскими владениями и с Малою Кабардою, с ингушами и карабулаками, полудню и так далее и тому подобное. С другой стороны, андийскими и аварскими владениями, грубо говоря. Если я захочу, я могу открыть страницу, чтобы тебе было понятно. И здесь написано, смотри.
Чеченцы разделяемы на округа Архи-Кулга или Дганты, Галгай или Галга, Джанти, Чеберлай, чтобы тебе было понятно, Чеберлай, Шубутой, Сархузай, Карбулаки, Месты, Мерджи, Галашки, Дубань. Присоединяется также Аксаевский округ, Эндери, Аксай и так далее, качкалыковскими чеченцами. Страница. Дальше смотрим. Примерно я тебе говорю, чтобы было понятно. Здесь было, сейчас еще не могу никак. Ну, грубо говоря, книга «Кавказцы» называется. Книга написана вообще Семеном Броневским, которым упрекали. Здесь много написано. Возьмем другую книгу. Великолепная книга. Вот она книга. «Поиск от национальной идентичности» написана эта книга. Понимаете? Здесь полностью ответы Абадиеву, Нурдину Кадзоеву, ныне покойному, и так далее, и тому подобное. Здесь каждое слово – это ответ на выпады. Просто я зачитаю коротко. Об этнонимах терминологии, этногенез чеченского народа, структура чеченского общества и его расселения, формирование ингушского народа, вхождение Ингушетии в состав России, участие ингушей в Кавказской войне, попытка христианизации ингушей, принятия ислама, чеченские тукумы Эк и Орская Мелхи, история создания Сунжинского района, положение ингушей в ЧССР, письмо ингушской интеллигенции ЦК КПСС 2-го съезда и так далее и тому подобное. И вот так про каждую книгу я могу тебе поднять ее и показать. Я уже не говорю о картах. Что вы конкретно хотите, чтобы я мог рассказать по этому поводу? Ашден Сагу. Наверное, я не знаю. Я неделю назад узнал об этом человеке в прошлый четверг. И многое не знаю его в канале и так далее. Ну, значит, ты пока не знаешь. Эта карта фейк или оригинал пишутся кисты ингушские и кумыцкие чеченцы. То есть ингушские кисты и кумыцкие чеченцы. Карту я показал. Там нету такого. Этот старый, похоже, чей-то проект против чеченцев, иначе никак не объяснить, откуда столько ненависти к чеченцам. За ним наблюдаю года 2, если не больше. По-другому не скажешь, написано. И сколько у него в прямом эфире людей бывает, я просто не слушаю его. Вот как и ты, я тоже не смотрю и не читаю, согласен с вами. Я как раз таки, послушайте, мне по сути не этот человек, не кто-либо другой, я не против, если он рассказывает только свою историю. Понимаете? У меня достаточно сотнями, у меня до сих пор и тысячами, и карты, и материалы, и опровержения. У меня очереди просто не останавливаются. У меня настолько много материала. Просто я не могу это вытянуть. И финансово не могу вытянуть, потому что многие мои друзья помогают чуть-чуть, там кто-то чем-то, здесь темп. Я пытаюсь все упорядочить, но мне не хватает просто. В каком году основали Чечню или же Ингушетию? Основали в 1000... Чечню, если ты как республику говоришь, или что? Первое упоминание чеченского народа 1685. Ингушский округ впервые вообще создан и появился на карте вообще в 1860 году. До этого никогда не было. Упоминания чеченцев идут от грузинских источников, который проходил через чеченские земли. Он рассказывает о кистинских кабаках. Кстати, эти кистинские кабаки, речь идет о селениях, старые атаги, чахкари, вот в этой области, которые идут с Шатойского района, вот эти кабаки, вплоть до Чечен-аула, он называет кистинскими кабаками.
То есть кабаки назывались раньше селения, то есть юрты в старину, исторически так. Они называют Кистинский. И он, говорит, дошел до города Чечен. Я вам его зачитывал. Берс лично я не видел его на одном мероприятии. Я часто бываю, но его не видел, не знаю, где его видел. Дальше. Посмотри на его канале, на каких он мероприятиях. Только свобода, братан. Тебе нужно подписаться на него и посмотреть. Ты много чего увидишь. И кем она основана? Основаны Российской империей. Кем еще основаны могут быть? Я не про республиканские мероприятия, я видел его несколько раз. Ролики раньше в Совете Старейшин видел его, где про какой-то Гилхастан рассказывал, видел. Вот в таких мероприятиях я видел его много. Он сам закидывает очень многие видео, как он по горам там встречается с некоторыми сюли, которые ненавидят чеченцев и ауховцев в том числе. С ними встречался. Так что у него много мероприятий. Вот. Ты знаешь, упоминаний разных много, названий много. Но доказательств, что это однозначно, извини меня, некоторые говорят, что амазонки вы, некоторые говорят, что там гаргарейцы вы, только вы. Некоторые говорят, что кистинцы это только вы. Некоторые говорят, что дзурдзуки только вы. Некоторые говорят, что гелианцы это только вы. Там. Некоторые говорят, что было некое государство Гелхастан и так далее и тому подобное. Говорить можно бесконечно. Доказать невозможно ничего. В основном ничего невозможно доказать. Я могу пояснить тебе элементарно простые вещи. Не забывайте. Сам подумай. В 1801 году фактически ни в каких войнах не участвовали. И после не участвовали, кроме как небольшого, имеется в виду, не забывайте, не путайте, не участвовали как отдельное государство, как отдельное военное племя. Чтобы было понятно. То, что якобы помогали там грузинам, царице Тамаре и так далее и тому подобное, вопрос очень логически не поддается никак обработке. Почему? Потому что помогали царице Тамаре, помогали там другим, там наказали Чингисхана, наказали Тамерлана. Нет, не наказали. Ни Тамерлана не наказали никого. Я к чему вам говорю, что не участвовали? А к тому, что в 1801 году и мужчин, и женщин, всех вместе взятых, всех ингушей было только 9100 человек. Как вы себе представляете? Пускай среди них будет треть будет женщины, треть будет дети, треть будут старики. Четверть одна, каждая, 2/4, 3/4. Остается 1/4. Это в пределах, даже пускай будет из 10 тысяч остается 2500 мужчин зрелых, которые могут вести войну. Допустим. Это в начале 19 века. Каким образом 2500 человек могут противостоять кому? С учетом того, что на документах говорится о том, что не могли противостоять ни кумыкским шамхалам, ни кабардинским бекам, не могли. Лично мое мнение, нужно собрать лучших историков среди ингушей и чеченцев и решить вопрос по картам, которые были, кем были, прекратить взаимные дешевые упреки. Только свобода. Давай я тебе зачитаю один документ. Для тебя. Не отвлекайся, только слушай.
Хорошо? Минуточку, подожди. Сейчас я тебе зачитаю один документ, чтобы ты понял. Сейчас. Одну минуточку только. Это просто по вопросу вакансиями были конкретно ближние кистинцы. Не забывайте, что у ближних кистинцев это те же самые и дальние кистинцы, которых дальних кистинцев было 16 тысяч, а ближних кистов было всего лишь 1300. Вот и вся разница. И не все кистинцы, вяпи, называют себя ингушами. Есть чеченский тейп вяпи, которые относятся к ближним кистинцам, которые тоже являются представителями нашего народа. Сейчас я хотел тебе зачитать. Сейчас я зачитаю ему. Сейчас. Постановление в прошлом Назрани. Прокламация, декларация государственности. Чеченские башни. Сигнальная система. Так, куда же это делось? Я хотел официально просто это письмо зачитать. Чтобы было понятно. Нашел. Только свобода. Я зачитаю тебе два документа. Вот они. Официальных два документа. Видишь, чеченский герб, ингушский герб. Я зачитаю тебе, чтобы тебе было понятно о том, что ты говоришь. Директору Государственного университета Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, доктору филологических наук, профессору Дахкильгову И.А. Уважаемый Ибрагим Абдул-Вахидович, в 2011 году авторским коллективом Ингушского научного исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева издан обобщающий труд «История Ингушетии». Выход в свет данного исследования по истории ингушского народа воспринят в Чеченской Республике с большим удовлетворением. Вместе с тем, в опубликованном труде имеется ряд спорных моментов и дискуссионных вопросов. Академия наук Чеченской Республики 31 мая 2012 год проводит научный семинар по обсуждению обобщающего труда истории Ингушетии. Приглашаем вас и
авторский коллектив вышеуказанного исследования принять участие в работе научного семинара, который состоится 31 мая 2012 года в 15:00 в конференц-зале Академии наук Чеченской Республики. Президент Академии наук Чеченской Республики Ш.А. Гапуров. Это он зовет самых лучших авторитетных историков Республики Ингушетии, которые написали обобщающий труд истории Ингушетии. Это основа всех основ, потому что там есть какие-то спорные вопросы. Ответ. Президенту Академии наук Чеченской Республики, доктору исторических наук, профессору Гапурову Ш.Х. от Государственного бюджетного учреждения Ингушский научно-исследовательский институт имени Ахреева. Уважаемый Шахрудин Андиевич, получили ваше приглашение на обсуждение нашего исторического следования в Академии наук Чеченской Республики. Польщены вашим вниманием к нашему скромному труду. Уже додумал, что вполне согласны с вами, что в научных исследованиях почти всегда имеются дискуссионные вопросы, дискуссионные и спорные вопросы. Возможно, не избежала их и история Ингушетии. Сожалеем, но в силу объективных причин присутствовать в работе вашего семинара мы не сможем. Хотелось бы, чтобы на семинаре прозвучали осуждения статьи, опубликованной в республиканской газете Чеченской Республики «Вести Республики», в которой содержится фактический призыв к вражде чеченцев и ингушей. Все замечания и предложения, которые возникают в ходе работы семинара, при получении будут нами рассмотрены, что будет способствовать нашему научному содружеству. С уважением, И.А. Дахкильгов, директор. Как говорится, что и требовалось доказать. Уважаемый Только Свобода, я тебе зачитал два документа, где говорится, вы написали книгу, мы просим вас приехать и вместе обсудить на семинаре, научном семинаре, где будут лучшие историки вашей республики, нашей республики. На что отвечает представитель вашего научно-исследовательского института или так далее, я не знаю, живой он ныне или нет, Дахкильгову отправлено официальное письмо, на что они отказываются приезжать в связи с какими-то проблемами, а для научных работ никаких проблем как таковых быть не может. Это научные работы в одном государстве. Даже если были проблемы между двумя главами республики, Ингушетии и Чеченской Республики в то время, это не имеет никакого отношения к научному сообществу. Научное сообщество должны заниматься историей, поскольку у нас на протяжении 60 с лишним лет была одна общая история. И обсудить их пригласили в Академию наук на семинары. Обсудить. На что получили чеченцы отказ. И плюс, исходя из этого, они ссылаются, что написана какая-то писулька или какая-то статья в республиканской газете, где фактически призывается и так далее и тому подобное. Статья в газете послужила причиной не приехать представителям интеллигенции научного сообщества Ингушетии обсуждать историю Чечни и Ингушетии для того, чтобы поставить точки раз и навсегда. Тебе доходчиво я объяснил? Как ты считаешь? С 2018 года мы говорили много с вашими блогерами, говорили, нужно прийти к консолидации, мы должны объединиться, давайте встретимся, блогеры Чечни, блогеры Ингушетии, давайте встретимся, надо на нейтральной территории и так далее. Мы что, военные атташе или кто-либо? Давайте встретимся. Можно было в прямом эфире зайти друг к другу, поговорить, выложить факты, сказать, вот мои факты, вот ваши факты. Где я не прав, где я, допустим, за все эти с 18 года по 23 год хоть раз я оскорбил народ. Никогда этого не было. И всегда я отвечаю на лживые карты, на лживые выступления, по касаемой истории Чечни и Ингушетии, выпадки. Только отвечаю. А это до 18 года, это написано в 2012 году. Как ты считаешь, если не приехали в 2012 году, не встретились, не обсудили,
Возможно ли это сейчас или встретиться кто-либо обсуждать это? Нет, конечно же. Нет. Есть люди, которые более или менее достойны, как ты, и хотят какой-то справедливости. Но их всегда задавливают, травят, и они перестают уже вмешиваться и говорят, я не хочу уже. Приглашаешь в эфир, они говорят, мы не медийные личности. Приглашаешь в другое место, другое говорят. Поэтому, так. Давайте я еще одно зачитаю вам. Не надо искажать историю о провокационном выступлении Руслана Бузуртанова. Чеченцы и ингуши имеют общее происхождение. Это братские народы, имеющие общий язык, обычаи, традиции, религию. В то же время за последние годы мы были свидетелями античеченской кампании со стороны ингушских блогеров. Но слава Аллаху, в последнее время это явление в целом пошло на спад. Однако недавно в Ютубе появилось новое выступление некого Бузуртанова Руслана, в котором снова выдвигаются ни на чем не обоснованные, весьма далекие от истины научного объективного подхода версии происхождения нахчийских народов чеченцев, ингушей, кистинцев и новые территориальные претензии к чеченцам. Потрясая различными книгами и текстами, выдергивая слова из общего контекста, Бузуртанов утверждает, что кистинцы это ингуши, чего подавляющее большинство самих кистинцев и этнографическая наука отрицает. В Шатойском районе, Шатойский район это земля ингушей, и сами шатойцы это ингуши. Абсурдность подобных утверждений совершенно очевидна. С равным успехом господин Бузуртанов может объявить американский штат Калифорния ингушской территорией. Кстати, в качестве доказательства своих абсурдных утверждений Бузуртанов приводит слова каких-то столетних старцев, видимо, за отсутствие иных доказательств. Господин Бузуртанов, вы человек не молодой. Все мы ходим под Аллахом. Все предстоит кому раньше, кому позже предстать перед его судом. Зачем брать на себя лишний грех, выдумывая разные мифы, фальсифицируя нашу во многом общую историю и этнографию, разжигая тем самым межнациональную рознь? Ведь по исламу вранье страшный грех. Мы, чеченские историки, этнографы, культурологи, философы, готовы к научному диалогу с ингушскими коллегами, с обязательным соблюдением научного и горского этикета. Разумеется, в чем-то наши мнения могут не совпадать, но в научном споре рождается истина. Но мы никогда не достигнем согласия, если будем разговаривать языком лжи, искажения исторических фактов и событий. Мы прекрасно осознаем, что подавляющее большинство ингушей не приветствует эти античеченские пасквили. В надежде положить начало подлинной научной дискуссии об этногенезе нахчийских народов публикуем статью доктора исторических наук профессора Ш.А. Гапурова, Академия наук Бузуртанов. Надеюсь, какие-либо дальше зачитывать не стоит. Извините, я надеюсь, зачитал все. Было ли с нашей стороны? Было. Призывали, говорили, не надо. И чем это закончилось? Ничем. Проходит день-другой, когда заключаются какие-то договора, на следующий день, на следующую неделю перестают поступать финансирование, и он... Какой смысл говорить, что в Шатойском районе это ингуши, если там люди говорят, что они говорят, они нохчи. Разговаривают чисто на нохчи языке. Глупо это говорить, если он так говорит. Но зайди, посмотри. Никаких проблем нет. Башлам. Анвина цархо. На глазах стареешь. Чечен-трав. Да не они, просто время свое берет, друзья мои. Все-таки уже 40 с хвостиком, это уже не маленький срок, поэтому вот. Когда много думаешь, как заработать, как сделать свою работу лучше, как привлечь больше аудиторию, как вам все хочется лучше вам показать. Если бы не было бы проблем с ними, допустим, с этими нордийскими выступлениями,
не было там с выступления на Нице с Востока. И я бы занимался только своей историей, рассказывал. Уже помните, мы почти что всегда, вот на книгах, допустим, нашего великолепного, одного из самых лучших историков Хасана Бакаева, я зачитывал каждый эфир только в основном про нас. Взял книгу Джамирзаева. Джамирзаева книга, вот она, великолепная книга, совместно с грузинскими профессорами, докторами наук, написанная книга, вот, посмотрите, это просто супер книга. Все про наш народ, про кистинцев, дзурдзуков, касающуюся нас, вне там других. Великолепная книга. Занимался, зачитывал ее, про какие культурные кластеры у нас находятся. Все это я рассказывал. Башлам, я говорю то, что он говорит, глупые слова про Шатойский. Он не только про Шатойский район это говорит, Ваша. И про шатойцев, и про акинцев, и про много кого он говорит. И он не один, кто так говорит, поверь мне. Допустим, еще одна великолепная книга «Нахчи. Вопросы этнокультурной истории. Первое тысячелетие до нашей эры». Великолепная работа, посмотрите, не маленькая, это Гурам Гумба. Здесь о древности нашего народа, карты, которые в основном нарисованы по содержанию нахчиматьянов, о нахчиматьянах и о государственности, с кем мы граничили. Все это есть, и здесь можно было заниматься как максимум, и только это. Чечен Трел, да, не столько, конечно. Ну, ложь, когда говорят, вы понимаете, 2 войны было в Чечне, буквально недавно они закончились. Столько написали про нас, столько наговорили о нас. И если реально я бы захотел фитну или занимался разжигательством межнациональной розни, у меня есть одна книга Абадиева Идрис, я могу ее зачитать вам даже. Эта книга написана, когда в войне в Чечне шла кровопролитная война. То есть шла война, нас убивали, бомбили, все что угодно было. И в это время о какой истории кому-либо было дело? Человек написал книгу, и эту книгу мне привезли из Твери, с библиотеки. В Твери эта книга была. Город Тверь, где он находится? Это северо-западная часть, кажется. Описал автор, само собой, автор был Кадзоев, написана фамилия, Абадиев. И этих книг написали, когда шла война. Это не 12-й год, это не 18-й год. Понимаете? Вот. А когда говоришь, никому не нравится. Вот. Конечно, есть проблемы, есть и свои, мы занимаемся, у нас очень многие проблемы со своими. Свобода, равенство и справедливость. Пишет, мы с ингушами не один народ. Султыгова никто не осудил, не опроверг. Ингуши не считают нас одним народом. Этот табор, раз он ушел, надо оставить добрососедские отношения. Нет, я сегодня говорю, мы разные республики, разные народы. И если у меня спрашивают исторически, я говорю, да, исторически когда-то мы были единым народом. И это не ложь. Я не обманываю людей. А сегодня мы и ментально, и на государственной основе мы разные регионы, разные республики. У каждого своя республика, парламент. Отношения дружеские, братские есть. Общие браки есть. Никто этого не отменял. Вот. А так, зачем чеченцам навязываться или что-либо такое делать? Смысла не вижу в этом. Вот. Ну, навязывать нам, говорить, что мы должны говорить в войнахе, я не считаю правильным. Когда в войнахе говорят, причем тут мелхи, уарство и эхи. Мелхи, уарство и эхи – это нохчи тухума. Вчера в эфир зашел представитель мелхи народа под фамилией Хаяури. Вы все прекрасно услышали, он во весь голос заявил, он с Чемульги,
Он рассказывал, что Чемульга до 95 года была полностью чеченская. Он рассказывал, как ее оставили, как ее жителей потом сказали, воду приведут, свет и так далее, и тому подобное, и присоединили к Ингушетии. Он рассказал об этом. И это абсолютнейшая правда. И он говорит, я Мелхи и я Нохчи. И всегда было так. Никогда Мелхи не были отдельным государством. И Мелхи язык это всего лишь наречие чеченского языка. То же самое. 90% Мелхи проживают у себя дома. 7-8% их проживает, может быть, в Ингушетии. И 3-4% проживают в Панкийском ущелье. Я не говорю про Европу, которая там, это не в счет. Потому что туда, которые уехали, это наши. Ва алейкум ассалам. Уарствай. В процентном соотношении 60% они находятся в Чечне. 10-15% они находятся в Дагестане. И 40% может находиться в Ингушетии. В чем проблема? Мы говорим, мы один единый народ. У нас одна культура, одно ДНК, и все одно. И доказываем, говорим, да, есть люди, которые считают себя отдельным народом, да, есть, которые считают отдельным, некоторые считают там ингушами. Это есть. Возможно, есть такие среди Мелхи, возможно, есть такие заблудшие люди, которым вот такие дармоеды нарнийские вдалбливали, говорили, мы разные, мы разные. Мы на самом деле не разные. Что у нас разного? Ну, должно же быть что-то разное, чтобы вы могли предоставить. А хорошие или плохие есть среди любых тейпов. Наркоманы, алкоголики есть среди любых тейпов тухуму. Воры есть среди любых тейпов тухуму. Убийцы есть, маньяки есть. Среди любого от этого это психические заболевания может. А так, чем отличается? Да ничем. Когда воюют и Уарстхуа, и Мелхи, и Нохчи, все вместе, как единый народ, как чеченцы, как Нохчи. Название Вайнах и Караблаки нам дали русские. Я не хочу, чтобы обобщающее название Вайнах ингуши оскорбляются, когда им говорят, что мы один народ. Пусть живут с миром отдельно, и это Вайнах тоже не надо. До Назарония. Право каждого человека, конечно же. Опять же, начинают говорить, вот опять вы начинаете про Яковлева, про Мальсагова и так далее и тому подобное. Но предоставьте доказательства. Иные доказательства предоставьте, что это не так. Я не видел, допустим. Но доказательство, что мы одни из единое целое, я уже в эфир столько людей приводил, вы видели. Всех. Как можно говорить, мы кистинцы, когда 99%, 200 лет несут свое название, кистинцы живут в Панкийском ущелье, они говорят, мы Нохчи, но грузины нас называют кистинцами. И до тех пор, пока это не сказали, не успокаивались. А что делали? Ездили туда, вешали ленточки в виде ингушского флага, проводили мероприятия и говорили, шум Алла Мади, воем Вайнах Мади. А это были тейпы, и Мелхи были, и Тирвай были, и Дишни были в этих конкурсах. Но оттуда люди просто терпеливые очень были. И очень добролюбивые. Они считали нас единым. Но когда уже услышали, когда уже увидели, когда произошел конфликт в Панкийском ущелье, когда вместо того, чтобы быть со своими братьями кистинцами и сказать, что это неправильно, это произвол в отношению маленького кистинского народа, который проживает в Грузии, они заняли позицию наоборот и начали оскорблять свой же народ.
типа они хотят забрать у грузин землю, отделиться и присоединиться к Чечне. Такие комментарии были. И все это видели. Это был позор. Во-первых, Панкийское ущелье не граничит с Чеченской Республикой. Они даже этого не знали. И там речь была совсем в другом. Там хотели построить там из-за экологической катастрофы, чтобы не было. Потому что первый раз обманули. Из-за этого это было. И себя кистинцы показали как настоящие воины и достойно. И дрались все вместе. Разве этого не было? Это все было. И мы, в отличие от них, были на стороне своего народа. Хотя и с уважением, с любовью относимся, хорошо по-соседски относимся и к грузинам. Так, в этих случаях, конечно, и после говорить мы немножко неправильно. Я никого не упрекаю, я понимаю. Всем хочется название Дзурдзуки. Всем хочется название кистинцы. Всем хочется название Аланы. Аланы уже застолбили осетины за собой. Осталось Дзурдзуки и кистинцы, но грузин никак не могут переубедить, потому что грузины не могут изменить свою историю. Это все зафиксировано, и в угоду кому-то они менять историю не хотят. И они говорят, дзурдзуки, потомки дзурдзуков и кистинцев, это нохчи, это ингуши. Вот в чем проблема. А хочется, чтобы были только они. Не получается. Те же калканцы, это кистинцы. А кистинцы, если это получается автоматически, что это половина, большая часть чеченцы и меньшая часть ингушей. Потому что ближние кисты были, дальние кисты были. Понимаете? Вот в этом разница. Вы думаете, так сильно переживают за кистинцев или за название? Нет. Нужна древность. И ненавидят слово нахчи. Нохчи чуя, нохчи не любят. Очень не любят. До войны был лозунг ингушей в Назрань, это не разделение. Берсанов, ты можешь поклясться, ты мусульманин, ты можешь поклясться на Коране, что такое было. Этот лозунг был. Ты можешь поклясться на Коране? Я это дело расследовал и говорил с десятками, тысячами людьми. Ни один человек не видел этот лозунг на территории Чечни. И только некоторые наши так называемые журналист один говорил про это. Ты можешь поклясться, что такой лозунг был и в каком месте он был? Можешь? Давай мы с тобой проведем расследование и посмотрим, было ли или нет. Ты сейчас занимаешься ложью. Так, дальше смотрим. Пока не началась война и не переехали в республику Ингушетию, я не знала, что мы два народа. Дети в школе травили нохчельг и так далее. Теперь я понимаю, что они воспитали детей не так, как у нас, и не делили на два народа. Абсолютно верно. У нас не делят. Валлахи не делят. Ассаламу алейкум, башлам, алейкум. Примерно век первым, втором, век 1 или 2 назад, сколько населения чеченцев и ингушей? Век. Это получается 2 века, ты говоришь. Это получается 19, да? Я могу тебе сказать, да. Чеченцев было 198 тысяч человек, а ингушей было 11 тысяч человек. Это официальные статистические данные. Резван Хан, тебе я ответил. 2 века это 200 лет. Админ 0871. Я не знаю, что за Хизрай. Ты можешь поклясться, что мы травили детей в школе?
Берсанов, это сказала Донна Зарони. Она говорила про своих детей и про свой случай. Ты говоришь, что чеченцы с этим лозунгом, ты говоришь за весь народ. Ты можешь, я тебе сказал, что чеченцы, как весь народ, то, что они делали, травили, можешь поклясться? Я не защищаю сейчас Донну Зарони, она свой частный случай говорит. А то, что ты говоришь, это не частный случай. Это общее. Олаша, если бы пришло, я бы показал тебя. Сейчас я просто-напросто не вижу. Когда поступает, я всегда говорю, благодарю за поддержку. И говорю, Дейресхал, не поступало, так что донейшн не дошел. Дальше. В 1923 году чеченцев 330 тысяч, ингушей 70 тысяч. Чем ты можешь поклясться? Чечен Трал говорит. И не только это. Говорили, что нас пинком выгнали Гаской. Вот откуда у детей такое в голове, если не от взрослых. Ассаламу алейкум. Извините за вопрос, что по теме. Скажи, пожалуйста, где ты эту футболку купил? Я бы тоже хотел себе такую. Адам, алейкум салам. Эту футболку заказали для меня. Здесь на спине написано. Если будет видно. Если видно, конечно, видишь. Вот так вот. Написано Дзурдзуки Нохчи. Эту футболку мне заказали в Грозном. Я думаю, если ты захочешь себе заказать такую же футболку, можно ее заказать, не проблема. Итак, есть даже Берсанов. Берсанов, Маша, ты можешь, давай я тебе покажу одну вещь. Берсанов, ты меня слышишь? Берсанов. Давай я тебе отвечу вместо всех. Да, смотри, брат. Послушай. Бурьечо, вош фимаста хугачан, хилечо лагу хугачан, ношуча вош хугачо я. Дедастер, вела доллар мадрас хара мадрас бин хор мадрас хадам. Allah 리자 кисдах масхан доллар де. Бурьечо, вош фимаста хугачан, хилечо лагу хугачан, ношуча вош хугачо я. Дедастер, вела доллар мадрас хара мадрас бин хор мадрас хадам. Allah 리자 кисдах масхан доллар де. Берсанов, это Народный совет.
Чтоб ты понимал. И ни один человек общее выступление это не отменял и не сказал об этом. Ни научная интеллигенция, ни Народный совет, ни республиканский, там, не знаю, совет старейшин, ни муфтият, никто не сказал ни слова. Никто. Понимаешь? Вот эта реальность, которая существовала буквально-таки сейчас, это все недавно. Вот в чем проблема. Если он соврал, если он сказал неправду, надо было этого человека просто позвать официально в совет старейшин, не знаю, совет республики, или как он называется, сказать: послушайте, это частный случай, так не говорили, так не было, и так далее, и тому подобное. Мы на самом деле и братья, и тому подобное. Не надо обвинять нас, не надо говорить. Ты не увидишь ни одного чеченского общественника, не увидишь никого из государственных деятелей, ни бизнесмена, который сядет вот так, общественник тем более, сел вот так и говорил такое. Не было такого никогда. Никогда не было. В этом проблема. Наши взаимоотношения, да, все равно, несмотря на его высказывания, Нохчи не судят все. По этому человеку не судят ингушей. Там или Сюли, или Гюржи. Мы до сих пор, зная все, что сделано Сталия, Берия, Гвишани, у чеченского народа нету такого неприязни, ненависти к грузинам, нету, вообще нету. Есть конкретно к личностям. А грузинам нету. И к другим нету. Есть конкретные проблемы, которых мы упрекаем и говорим: вот эти проблемы есть, если они не прекратятся, то вот это будет продолжаться. Вот много таких моментов. Много. Кто-то о них говорит, а кто-то молчит. Многие не хотят об этом говорить, и за эти годы их столько накопилось. Ты не представляешь. А карты, которые рисуют. Ну, например, давай, если у меня сейчас есть, я тебе постараюсь показать. Чтобы тебе было понятно. Видишь вот эту карту? Посмотрите все на эту карту. Чтобы было понятно. Сейчас я временно отключу пока комментарии. Видите эту карту? Смотрите. Нижняя часть. Вот эту карту в основном. Это еще не самый худший вариант. Там есть и Урус Мартан, Ачхой Мартан они себе забирают. И это не самая худшая карта. Эту карту, это карта, которую последнюю они сейчас сделали. Последнюю. То есть это последняя новация, которую они сделали. Посмотрите на эту карту. Вы видите темный, горчичневый цвет. Ну, Владикавказ, это понятно, пригородный район. Сунжинский район с частью Малгобекского района, это верхняя, 77,400 гектар. Нижняя часть, это Галанчожский район, который был в 2008 году прихватизирован, и потом его чеченцы вернули. Спорный район, это вот 74 тысячи гектар, чтобы было понятно, это спорный район был. Этот район, который не принадлежал ингушам. Сейчас я вам покажу карту, чтобы было всем понятно.
Я вам покажу сейчас историческую карту Ингушетии, какая она была до того, как ее соединили с Чечней в 1934 году. То есть, когда вот эта карта. Вот эта карта Ингушетия, видите, карта Ингушской автономной области к 1934 году. Всем видно? Видно всем эту карту? Верхняя часть это историческая карта, то есть здесь пригородный район еще в Ингушетии. Эта карта, оригинал, когда ее объединяли с Чеченской Республикой, была вот такой. Нету вот этого куска, который снизу, который я говорил, прихватили. И верхнюю часть, как вы видите, весь этот Сунжинский район, сейчас я вам покажу, 77 гектаров, вот. Его тоже нету на этой карте. Эти 77 400 гектар, это была спорная территория, потому что в свое время Джохар Дудаев и Руслан Аушев до лучших времен отложили эти два района, поскольку без этих двух районов Ингушскую республику вновь создать не могли. Но в любом случае, могли, не могли, это была спорная территория. Вот эту спорную территорию, где написано Сунжа, часть Малгобекского Сунжинского района, которая была спорная, 8 селений, вот эти все земли отданы в знак братства руководством Чеченской Республики в 2018 году. 77 400 гектаров. Чтобы было понятно, эти земли оставлены братьям. В таком понимании. Потому что мы братья, потому что в любом случае мало земли все равно оставить по решению. А вот эту нижнюю часть, зеленую, которую вы видите на карте, ее оставили. И вы не представляете себе, они говорят, что их после этого рисуют карты, выкидывают, что их обокрали. Везде говорят, что чеченцы незаконно забрали у них землю. Чеченцы сделали это, чеченцы сделали то. Хотя никогда эти территории не были ингушскими. Никогда. Понимаете? Это история, это география. Поэтому сложно со мной спорить и со мной заходить в эфир. Когда заходят, начинают говорить, я не историк. Ну да, я заканчивал исторический факультет. Да, я могу где-то ошибаться, где-то в чем-то быть неправ. Но я скажу в эфире, если я не прав, простите, я прошу прощения, я был неправ на все 100%. Я проверяю документы, я пересматриваю, в основном все. Тексты иногда лукавлю, конечно, не смотрю. В основном большие тексты. А в основном все зачитываю, проверяю и только тогда публикую. Чтобы всем было понятно. Ибрахим, сколько нас в Ютубе человек, скажи мне, чтобы всем было понятно, нету у меня никакой неприязни ни к ингушам, ни к осетинам, ни к сюле, никому. Мне, честно сказать, важна только наша история, моего народа, моего прекрасного народа. И мне неприятно, когда какие-то непонятные, не имеющие ни мужества, ни совести люди делят нас и говорят, это было бы лучше для чеченского народа. Что будет лучше
для нашего народа. Плохо ли, хорошо ли, решит сам чеченский народ. Если у нас есть какие-то свои плохие черты характера, что-то плохое, договор заключаем, договор расторгаем и так далее и тому подобное, это наше личное дело. Это наше личное дело. И мы никогда не упрекали ни договорами, ничем, до тех пор, пока не пытались задеть и сказать. Когда начинают, да с кем вы воевали, да с кем вы что сделали, и начинают говорить такие вещи. И это говорят нам, людям тех потомков, у кого были такие герои, как шейх Мансур, Байсангур, Бейбулат, Батуко, Талхик, Шуайб Мулла Цинтароевский и много-много-много других. И это говорят нам те, которые не имеют даже права как бы открывать рот. Ассаламу алейкум, алейкум. Ничего ни у кого не забирали. Я так думаю, в основном массе недовольства во всем было из-за того, что все делалось скрытно. Абсолютное доверие своей правительству. Хасджи, не знаю, что там было скрытно. Хасджи, я задаю вопрос тогда только таким образом. Когда в 2009 году воровали чеченские земли горной части, скажи мне, их скрыто украли? Или же все знали, что они являлись чеченскими и все же их взяли? Ответь мне на один вопрос. И все. Иншаллах, рано или поздно Чечня станет зоной свободного чистого воздуха, того, что нет нигде на планете. Мы заслужили это, и плевать, кто что говорил и хочет. И кто хочет дружбы, welcome. Зубы белые. Да. Я не знаю, вот тебе прямо так интересно. Вот проблема ваша заключается в том, когда вы не можете, я вот сейчас вам констатирую исторические факты, когда вы не можете что-либо сказать мне про историю, вы начинаете говорить, что мне проплатили, что мне это сделали. Мне никто ничего не проплачивал. Все, что присылают, небольшая поддержка, я зачитываю его здесь. Озвучить ее даже никаких проблем для меня нету. Это просто не те суммы, чтобы даже говорить о них. Поэтому я не называю суммы, просто благодарю. Потому что это только поддержка моему каналу. Никому насильно я ничего не прошу, не заставляю. Поддерживают, работа усиливается у меня. Не поддерживают, тогда работа идет немножко вяло, и все. Про какие земли Башлам в 2009 более детально, если можно, и как можно землю своровать, это тоже не картошка, не кукуруза. Хайруд. Ну, о каких землях речь шла? Как ты думаешь? Горные части. Ты реально не знаешь, что ли? Это не картошка. Я своровали, это не в прямом смысле этого слова. Просто взяли землю, чеченскую территорию, приписали к себе. Неважно, оставили ее чеченцы, не оставили, не зафиксировали. Это территория чеченцев. Ее не нужно. Там была зона КТО. Там любой простой желающий не мог находиться. Вот таким образом в 2009 году ее потихонечку присоединили к соседнему региону. Ну, посмотри. Ты реально не знаешь, что ли? Пошла в последнее время, ты их шалеешь под война. Я никого не жалею. Сейчас, подождите, постараюсь. Он говорит, реально не видел. Сейчас. Сейчас в Ашане постараюсь тебе показать. Надеюсь, звук там будет хороший. Если ты не знаешь, сейчас я тебе напомню.
Я надеюсь, этот ролик у меня сохранился. Так. Угу. Так, сейчас. Он у меня был. Не мог же я его удалить. Вот Гелхастан сохранился. Угу. Минуточку. Ни один ингуш не приехал в Серноводское, ни в Асинское, ни в Давыденко, ни в Валерик, ни в Ачхой-Мартан. Никто туда не приехал и не претендовал на наши земли, так называемые. У меня вопрос возникает, а что тогда? У нас не было истории, или они не знали, что эта земля наша, если они так сегодня рьяно об этом говорят? Но при этом чеченской стороны приезжали в Нестеровскую, в Троицкую, в Сунжу. Там были, слава Всевышнему, там без крови обошлось, там были стычки. Вот это меня удивляет. И сегодня, когда с пеной у рта какой-то дядя стоит и доказывает, что это наша земля, я ему задаю вопрос, это твоя земля, почему ты в 90-х годах не поехал? Не ждал там. Ни один ингуш не приехал в Серноводское, ни в Асинское, ни в Давыденко, ни в Валерик, ни в Ачхой-Мартан. Никто туда не приехал и не претендовал на наши земли. Какие территории отошли Чечне, какая досталась вам? Населенный пункт Горогорская. Это Чеченская республика. И дорога, вот эта дорога на Ингушетию, это в сторону Малгобека. Эта дорога, она в правой стороне территории была Чечни, слева Ингушетия. Мы решили уступить друг другу участки. Здесь чеченская сторона нам уступила 1890 гектаров земли. А мы здесь уступили, вот в этом выступе, уступили 1290. Вот здесь уступили. Вот здесь почти у нас клин такой был 600, ровно 600 гектаров. Клин, он входил на горное. Уступили здесь тоже, чтобы выровнять. Когда новые карты появятся с четкой границей? Я думаю, что уже в следующем году они уже будут. Какие территории отошли Чечне, какая досталась вам? Населенный пункт Горогорская. Это Чеченская республика. И дорога, вот эта дорога на Ингушетию, это в сторону Малгобека. Эта дорога, она в правой стороне территории была Чечни, слева Ингушетия. Мы решили уступить друг другу участки. Здесь чеченская сторона нам уступила 1890 гектаров земли. А мы здесь уступили, вот в этом выступе, уступили 1290. Вот здесь уступили. Вот здесь почти у нас клин такой был 600, ровно 600 гектаров. Клин, он входил на горное. Уступили здесь тоже, чтобы выровнять. Когда новые карты появятся с четкой границей? Я думаю, что уже в следующем году они уже будут. Какие территории отошли Чечне, какая досталась вам? Населенный пункт Горогорская. Это Чеченская республика. И дорога, вот эта дорога на Ингушетию, это в сторону Малгобека. Эта дорога, она в правой стороне территории была Чечни, слева Ингушетия. Мы решили уступить друг другу участки. Здесь чеченская сторона нам уступила 1890 гектаров земли. А мы здесь уступили, вот в этом выступе, уступили 1290. Вот здесь уступили. Вот здесь почти у нас клин такой был 600, ровно 600 гектаров. Клин, он входил на горное. Уступили здесь тоже, чтобы выровнять. Когда новые карты появятся с четкой границей? Я думаю, что уже в следующем году они уже будут. Так.
какие территории отошли Чечне, какая досталась вам. Населенный пункт Горогорская. Это Чеченская республика. И дорога. Сейчас не могу ее найти. Ну, есть еще одно видео, где он рассказывает о том, что ему, главе то время, подсунули документы, которые на самом деле принадлежали чеченцам. Это видео у меня есть на канале, просто надо сейчас искать, время нужно. А время это... Да, конечно. Нет, вот это сейчас обсуждение идет, он после того, как 18-й год. Он рассказывает по 18-й год. Он там показывал кусок, есть еще одно видео, где в 2009-м, конечно, появились. Новые карты появились. Сейчас тебе покажу. Кадастровая карта, реальная карта, настоящая карта Республики Ингушетия. У меня она есть. Сейчас покажу. Так, вот настоящая карта Ингушетии, которая сейчас существует. Это кадастровая карта. Это кадастровая карта. Вот. Что касается так. Хайруд. Сейчас я покажу. Сейчас покажу. Берсанов, видишь, где написано 77 и 400? Видишь? Вот эти земли, они были спорные. Они из спорных остались полностью теперь за Республикой Ингушетия. Хайруд, видишь нижняя часть, светлая такая зеленая, написано Чечен территория. Нижняя часть, зеленоватым оттенком. Вот этот кусок никогда не принадлежал, я же вам показывал старой картой. Вот этот кусок присоединили в 2009 году к Ингушетии. Видно? Вот этот кусок в 2009 присоединили к Ингушетии. Верхнее, то, что 77400 написано, это была спорная территория. В оригинале карта, когда объединяли чеченцев и ингушей в 1934 году, официальная ингушская карта, сейчас тебе покажу, и сейчас ты увидишь и поймешь, что нижней части на ней тоже не было, когда соединяли. Чтобы было понятно. Это официальная карта. Видишь карту?
Всем видна карта? Вот эта карта Республика Ингушетия с 1924 по 1934 год. Надеюсь, Берсанов ты видишь и Хурид видит. Видно эту карту? Отличается ли эта карта от той, что сейчас? Сейчас вот этот верхний кусочек, до слова, где написано от Сунжи, до слова, где написано Чечня, она теперь принадлежит Ингушетии. Видишь вот этот белый кусочек снизу, которого нету, как аппендикс? Эта карта, этот участок был за Чечней. Вот этот кусочек прихватили и верхний кусочек прихватили. Чтобы было понятно. Теперь ясно? И сейчас от кого-то, кто-то задонатил, я не знаю кто, но в любом случае огромная благодарность за то, что поддерживаете наш канал, нашу работу поддерживаете. Теперь понятно, Берсанов? Или до сих пор непонятно? Ты можешь проверить, эта карта, кстати, эта карта, сами ингуши мне ее скинули. Это официальная карта. Это официальная карта. Вместе с пригородным районом. Видишь, указано пригородный район. Видишь, где находится город Сунжа. В верхней части часть Малгобекского района. Площадь территории была 3200 квадратных километров. Граница Ингушской автономной области, которая существовала с 1924 по 1934. Если непонятно, надеюсь, теперь понятно. Чтобы было ясно. У меня есть много карт. Разные карты есть. Очень разные. Поверь мне. Очень. Там, где нету даже вообще некоторых. Конечно, он говорил про это. Конечно. Он говорил как раз эту верхнюю часть. В этом видео, про которое я говорю, которое я не нашел, оно есть. Он говорит, что на самом деле я ничего, говорит, не потерял, и мы не потеряли. Мы приобрели, наоборот. Нам отдали наши спорные территории. Вот так говорит Евкуров. Да, когда вы говорите, что только там якобы Бузуртанов говорит там и так далее. Посмотрите, если вы думаете, что это только Бузуртанов говорит, что говорит ваша интеллигенция? Шахмат утверждать, когда что доказывает переждать. Стандарт я историю спрашиваю 90-го года, что он на Бухаре, ищи и ночи. Да и он на Бухаре, с нас таким шаем спрашивал, да? Да и я Шахмат утверждать, чужую территорию, без их спроса, просто так взяли чужую территорию, включили в состав нашей республики по закону 2009 года. Ну и чеченская сторона тоже видит, а зачем вы взяли нашу территорию? Она исконно чеченская земля была и в царское время, и в наше время за Фартангай. Чужую территорию, без их спроса, просто так взяли чужую территорию, включили в состав нашей республики по закону 2009 года. Ну и чеченская сторона тоже видит, а зачем вы взяли нашу территорию? Она исконно чеченская земля была и в царское время, и в наше время за Фартангай. Чужую территорию. Вот это видео. Теперь понятно, о какой территории речь идет? Про 1800 гектаров это он сверху показывал. Верхнее показывал, не нижнее.
خير مش بس يريد يعني فكرني تايا هاي يعني هذا مش أحترين بس سبسال تايا كربلاء يان دريب تايا ممكن بيت تايا ده تنشو ده دوت ده هذا مديش ديسي الحمد لله ده الفقار Так, сейчас еще одно свое видео. Так. Они... Ничего, Берсанов? Разве про 7,7 гектаров ты говоришь, да? Вот 7,7 гектаров, где он говорит, вот продолжение. ممكن بيبقى ده تنشو ده دوت ده هذا مديش ديتي الحمد لله ده الفقار غرني تخش ديكي خير مش بس يريد يعني غرني. Надеюсь, теперь понятно. Этот старик говорит: Яндари, Малгабек и все Карабулак, все эти села теперь отныне наши. Больше же они не будут говорить, что они их. Вот и ответ. Вот. Объясню тебе, Хайруд. В 2018 году по всей России подняли вопрос те регионы российские, которые не решили вопрос демилитаризации границы, то есть нужно было полностью закрыть вопросы во всех субъектах Российской Федерации, вопрос о границах. Это был федеральный закон. Когда его подняли, нужно было его довести до конца. Вот так поднялся этот вопрос в 2018 году. Если ты хочешь обвинять федеральный центр, пожалуйста, пиши в Москву на имя президента Российской Федерации Путина. Скажи: вот вы занимаетесь фитно, если бы не вы, мы бы границу не установили. Понимаете? Вот так вот. Здесь не выражайтесь, не пишите ничего плохого. Никто не пишите. Плохое не пишите, ни про какие тейпы, нации, ни про кого не пишите плохое. Хайруд, я надеюсь, тебе ответил. Проблема не в том, что мы хотели, или чеченцы не поднимали этот вопрос. Это был федеральный закон. Мы решили вопрос с Ставропольским краем, кусок они вернули. Мы решили вопрос с Дагестаном. Кусок тоже вернули. Через суд, но вернули. Кизлярский кусок. Брат Султан поддержал наш канал. Башлам до конца. Чечен Трал. ДРС Хилда Алдукуахуэл. Огромная благодарность за то, что поддерживаешь наш канал. Да, Сейдуэл. Но была Асиновка за Ингушетией. Нет, Асиновка не была за Ингушетией. Асиновка, Серноводская и еще 8 сел было. Асиновку, Серноводскую оставили за Чечней. 8 остальных сел оставили за Ингушетией. Эту вот линию как раз таки выровняли. Хайруд, в чем неясность? Дошел Чечен Трал, ДРС Хил, красавчик, брат, за то, что поддержал наш канал. В чем неясность, ты мне объясни, Хайруд. Мы можем дискуссию, ты сейчас говоришь очень хорошо. Задавай вопросы, я отвечу на вопросы. Ты, Берсанов, для этого мы делаем вот эти историю, географию, рассказываем, общаемся по этому вопросу. Задавайте вопросы, я же отвечаю.
Я вам показал ролики, где он говорит, выровняли там, здесь границу выровняли, здесь кусок вы отдали, там мы выровняли границу с Чечней, с Ингушетией. Остальное все я вам рассказываю. А вот это видео, где Валерик, Ачхой Мартан, Урус Мартан, наши, которые говорили, то, что они говорят, якобы они принадлежали Сунжинскому району, они принадлежат арстхоевцам, мы должны забрать Ачхой Мартан, Валерик, Шалужи, вот это типа Галгай Ари, это наша земля, то, что говорили, вот этот небольшой кусочек 5 километров, они говорили там общие совокупности, где пасли скотину, точнее, говорили, что наше, он Евкуров заявляет, вы были в Ачхой Мартане, вы были в Шалуже там, и так далее, в других местах, вы говорили, что это наша земля. Нет, не говорили, это никогда не была спорная территория. А они приезжали и говорили, я вам скидывал документ, где прокурор Республики Ингушетия пишет, селение Чемульга Чеченской Республики, найден труп и так далее, вырезку я показывал. И Чемульга, и Малгобек, и Карабулак, и Сунжа, часть Карабулака, и Сунжа. Весь вот этот кусок, который был до присоединения Ингушетии и Чечни, в составе Чечни, он остался спорным. И его оставили в пределах Ингушетии. 77,4 тысяч гектар. Это есть документы на эти села, кому они принадлежали, исторически кому они принадлежали. Да, начинают говорить, а как эти земли попали, это были когда-то наши земли, потом казаки заселили и так далее и тому подобное. Во-первых, на этих территориях жили, кроме казаков, огромное количество Орстхай, огромное количество Мелхей, и русские там жили. Когда начался отток, когда начали говорить о присоединении, к кому вы хотите присоединиться, всем жителям этих сел и этого участка верхней части Сунжинского района, они все изъявили желание присоединиться к Чеченской Республике, Чеченской автономии. И до 1934 года, они с 1929 по 1934, 5 лет, они были в составе Чечни. Потом Чечню и Ингушетию объединили. В 91 году, 89, 90, 91 году и далее Ингушетия захотела отдельную республику. Но когда она уходила, она хотела уйти вместе с этой частью Чеченской Республики. Чтобы вам доказать, что при том, когда мы расходились на митингах в Назране, что говорили? По каким границам говорили? Даже в то время ни один ингуш и никто не говорил, что они, официально по крайней мере, что эта земля принадлежит им. А как же говорили на митинге, я сейчас вам покажу. Если вы думаете, что у меня нету материала или я вас обманываю, то вы, боюсь, очень сильно лукавите. Давайте я вам покажу, что говорили на митингах в Назране 92 год или 3 год, я не знаю, сейчас там вроде бы. Сейчас. Дайте чуть-чуть времени. Все есть, все сохранилось. Это только, смотрите, я это показываю только для исторической справки. То есть люди, если начнут говорить, вот, что я тяну свою сторону, что я это все делаю ради себя, там, потому что я чеченец, потому что там за свою, нет, клянусь Всевышним Аллахом, разницы нету. Если на этом митинге говорили бы иначе, я бы показал другое видео. То есть такое, какое было. Требование нашего народа о восстановлении ингушской автономии в пределах границ 1934 года. Осуждаем исторически сложившееся. Требование нашего народа о восстановлении ингушской автономии в пределах границ 1934
житель. Требование нашего народа о восстановлении ингушской автономии в пределах границ 1934 года. Осуждаю исторический согласитель. Требование нашего народа о восстановлении ингушской автономии в пределах границ 1934 года. Осуждаю исторический согласитель. Требование нашего народа о восстановлении ингушской автономии. Вот такая она была до 1934 года. То есть, если после нашего расхода, как и во время, когда мы объединялись, и после расхода она должна была быть одинаковой, то есть вот такая должна была быть сегодня Республика Ингушетия. Не забывайте, то, что там нету пригородного района, это не вина чеченцев. Это не вина чеченцев. Понимаете? Вот карта по 34. А сегодня эта карта, кадастровая карта, чтобы вы понимали, она ничем бы не отличалась. Вот. Если вы на секунду представьте, что вот этот пригородный район желтого цвета закрашенный, то вы поймете, что огромный кусок спорной территории чеченцы оставили за Ингушетией. 77,4 тысяч гектаров. Надеюсь, теперь понятно. То, что нету пригородного района, это не в счет. Это не в счет. Все ясно теперь. Я думаю, всем стало понятно. Осман, ну кто вытеснил, сразу скажи это, только не говори, что это сделали чеченцы. Это же тот митинг, который большой салам маршал Борису Ельцину. Нет, вроде бы, это другой. Это другой. Это еще до того, как у нас возник конфликт. А Борису Ельцину, то, что они говорили салам, это позже было. Здесь они хотят о создании Ингушской республики, говорят, в пределах 1934 года. Потом они начали говорить уже иначе. Царские власти, силой оружия. Вчера в эфире я это все зачитал. Есть официальные документы. Не все оттуда были. Уарства и Мержуя вытеснены. Это тоже неправда. Там оставались. И Арства оставались, и Мержуя оставались, и Цьечуя оставались, и Эке оставались. Немного, но оставались. Башлам. Раньше у чеченцев до СССР был же завод, производящий мажор-твап. Кремниевое оружие. Куда делось все это наследие? Куда делось все наследие чеченцев? И где должны книги были? Должны же были. Ну, все уничтожилось. В основном все уничтожилось. Какие-то документы, то, что есть, распродали. Но Россия захотела, чтобы граница была такой же. И чтобы не было борт на Кавказе. Это у Берсанов я не знаю. Хотя это уже... Это уже не ко мне вопросы. Я и говорил, оставались на восточном берегу Фортанги. Да, абсолютно верно. Друзья, наверное, еще чуть-чуть, 4 минуты побудем, и я отключусь, потому что я просто финансово не потяну. Это из-за этого еще минут 5, и завершу я на сегодня эфир. Это цахулса, то завтра я не смогу провести эфир.
Не хватит мне сил. Как оказались чеченцы в Сидахе? Очень просто. Поселились туда, на своих землях, в Малой Кабарде, потом выкупили ее, и все. С Артемом Плата, да, пересекались, мы говорили. Немного, но говорили через директ. Вот, но, как вам сказать, я его приглашал, он отказался, говорил, что я настойчиво его приглашал. Я его приглашал только для обсуждения истории, а так мне нравятся девушки, я с парнями не сильно люблю общаться. А так, я хотел только исторически с ним обсуждать, но не пришел человек. Он высказал мнение, что якобы мои подписчики приходят к нему в эфир, оскорбляют его, унижают. Я сказал, что от меня не было такого никогда, и никогда я никому не говорил, чтобы тебя оскорбляли или унижали. Моя совесть чиста. Если ты хочешь, приходи ко мне в эфир, проведем совместный эфир, и раз и навсегда закроем вопросы по поводу того, что есть какие-то недопонимания. Вот и все. Чечня производила много чего. И порох, и много-много чего. Башлам, а что за слухи болтают ингуши и дагестанцы, что в противовес нам даны Шелковского района и другие? Нет, конечно нет. А это абсолютно неправда, в противовес не даны. Сейчас я вам объясню. Шелковской с Юлей вообще не имеет никакого отношения. С Юлей могут гулять. Им не понравилось то, что часть Ставропольского края, то есть Наурский и Шилковской район, Карагалиновский, так называемый, что отдали не им. Они-то уже давно перешли все границы, уже и дошли до Калмыкии. Так вот, ну да ладно, это право России, кому хочет, тому и отдает. Так вот, после возвращения Чечни, после возвращения с депортации в 1957 году, категорически было запрещено селиться в горной части. Чеберлоевский, Шароевский, Итум-Калинский, Шатойский, Галанчожский районы. Категорически было запрещено. Также вышли с митингами о том, видеть в столице, городе Грозном, чеченцев, чтобы они селились туда. То есть вышли армяне, говорят, в первую очередь. Потом русские устроили бунт. Подавление бунта было, КГБ все подавило, но все же запрещено было селиться, только единицам можно было селиться в пределах города Грозного и всей горной части Чечни в основном. Люди вернулись, людям нужно было где-то жить. Обратно в горы запрещено было. Было малоземелье. Нужно было вернуться. Не забывайте, что, во-первых, не вернулись пригородный район. Тоже, в принципе, к нему не имеет никакого отношения, потому что пригородный район – это плоскостная территория. А в этом документе четко написано, поскольку малоземелье, горные части запрещено возвращаться, если я не ошибаюсь дословно, цитирую, выдать чеченцам земли для того, чтобы они поселились, трудились и так далее. Выделили Наурский район и выделили Шилковской район. Ну, часть Каргалиновского, Шилковского района. Вот так эти два района появились в пределах чеченского. Опять же, ничего нового. Эти два куска и без нас, когда была Грозненская область, выходом на Каспийское море была в составе Грозненской области. И до того даже, некоторые говорят, никогда не была. Она входила в состав Грозненской области. После того, когда эти два района отдали, было решено и сказали, поселиться туда
в Шилковской Наурский. В основном поселились туда чеберлоевцы, шароевцы, ичкеринцы, Шилковской район, Шароевский, Чеберлоевский, Наурский район. Поселились. Ингуши отказались селиться, хоть было мало земель, в Наурский район и в Шилковской район. Они поселились в пределах города Грозного и Грозненского района. Причем любой чеченец, который живет со времен депортации на территории Чечни, знает, что самые лучшие места на всей химической промышленности, продуктовой промышленности города Грозного первым или вторым человеком был обязательно ингуш. Никаких притеснений к ингушам не было. Точно так же и в научно-образовательных заведениях, учебных заведениях. Даже чеченцев было намного меньше этих мест, нежели чем у ингушей. Они в основном сели в Грозном и в Грозненском районе. Ни один не захотел поселиться ни в Натеречный, Наурский район, ни в Шилковской район. И они не имеют никакого отношения. Что касается размещения этих документов, эти документы я размещал. И они есть у меня на сайте. Посмотрите, ни одного слова, что они даны взамен или пригородному району. Нету ни слова. Там четко написано, поскольку малоземелье, поскольку не возвращены, запрещено возвращаться в горные районы, я вам об этом рассказывал, говорил много раз. На этом, если у вас нету больше вопросов, я завершу свой эфир, уважаемые друзья. Надеюсь, что сегодняшний эфир вам понравился. Если у вас возникают вопросы, я всегда говорил и говорю, заранее зафиксируйте свои вопросы. Заранее приготовьте, чтобы можно было Хорошо, я постараюсь. Повторно я никогда не выкладываю. Я постараюсь их опять найти и выложу. Надеюсь, что сегодня вам эфир понравился. Я у вас прошу у всех прощения. Ваш вам правду, что до геноцида, высылки Совета сначала убили интеллигенцию, прежде чем выселить. Нет, неправда. Это неправда. Духовенство было убито, но это было не до выселки, а намного раньше. Ладно, на этом сегодняшний эфир мы заканчиваем. Если у вас возникают вопросы, вы можете записать. Не забудьте подписаться на наш канал. Не забудьте подписаться на канал в YouTube bashlam.39live. Смотрите через YouTube, через VPN, и тем самым вы можете помочь нашему каналу для развития. Мне хотя бы каким-то образом мы бы смогли бы чуть-чуть развивать наш канал. Нам нужно очень многое еще прикупить, и книги, и карты, и технику нужно понемножку. Но, к сожалению, рекламы сейчас нету, и мне как-то приходится, как говорится, выживать нам для работы. Поэтому смотрите через VPN в YouTube, приглашайте. Я очень прошу вас, всех мои братья и сестры, приглашайте побольше к нам подписчиков, рекомендуйте, говорите, подпишитесь. Это наш канал, наша история, традиции, культура, адаты, все касающееся нашего народа. И в заключение я хочу сказать. Я прошу прощения у всех, если я каким-то образом вас обидел. Ради Всевышнего Аллаха. Я не оскорблял и не обижал, не оскорблял ни тайпы, ни фамилии, ни тухумы, ни народы соседних регионов. И не было никогда такого желания, упаси Всевышний Аллах меня от этого. Я прошу и я рассказываю историю так, как я ее вижу, так, как я ее зачитываю. Вы видите,
не прибавить, не отнять. Вы можете поднять любой документ, вы можете поднять любое видео, посмотреть. Если я в чем-то ошибаюсь, вы скажите, я, иншаллах, исправлюсь. Если это недостоверно, я удалю пост. Нет никаких сомнений в этом. Я так делал много раз по просьбам, даже в некотором случае, даже если правда, я удалял ради братства с многими людьми. Поэтому не обижайтесь, не думайте плохо. Нет у меня никаких фобий, никакому тейпу, никому. Я всех люблю ради Всевышнего Аллаха. Моих братьев, сестер, всех достойных людей. Тот, кто лжет, клевещет на ногчий народ, он и дальше будет порицаем, и дальше мы его будем и уничтожать, и имеется в виду его ложь. И сейчас еще кто-то задонатил. Я не знаю кто, но кто-то задонатил. Все равно успел в любом случае. Аллах дал саадойл. Огромная благодарность всем за поддержку нашего канала, за то, что доверяете, за то, что поддерживаете. Ваша поддержка на самом деле очень многое значит. Вот. Я, по крайней мере, очень стараюсь вам доносить. Дальше будет еще интересно. Дальше будет много роликов, много карт. Пока мы живые, пока этот телефон еще окончательно не умер, он уже умирает, там осталось процентов, наверное, 30-40, но все же вся база, пока я ее потихонечку пытаюсь сохранить в другом месте, чтобы мы могли и дальше продолжить. Да, Аллаха, я не разочарую, и мы будем больше знать о нашей истории. Не нужно будет говорить нашу историю, сожгли нашу историю. Мы все собираем и распространяем. Не забывайте, мы, имеется в виду наш канал Башлам, есть в Твиттере, в Фейсбуке, в Телеграме, ВКонтакте, в Ютубе, в Рутубе, в Инстаграме. Все эти 7 платформ. Везде я отправляю ролики про наш народ. Везде я отправляю карты про нашу карту. Везде я отправляю про нашу историю. Чтобы весь мир в социальных сетях только вбил Чечня, Нохчичуя, Дзурдзукетия, Кистетия, любой чеченский тейп. Вбьете хэштег, зайдете, и вы наткнетесь на наше видео или наткнетесь на нашу карту или историю. Все это мы делаем, чтобы потомки наши могли спокойно узнать правду, чтобы не были обмануты, чтобы не были втянуты в различного рода фитну. Поэтому со своей стороны я буду делать все, что могу. С вашей стороны мне нужна поддержка максимально распространить, максимально пригласить. Если вы к нам подписчиков новых, если вы найдете какую-то карту, какую-то книгу, пишите в директ, что-то полезное для нашей работы, показывайте, я обязательно опубликую, напечатаем, потому что только все вместе мы можем возродить, найти по крупицам всю нашу историю. А так, я не оставляю никого без ответа. Пишите в директ, в Инстаграм, в Фейсбук, в Телеграм, ВКонтакте, в Твиттере. Везде я читаю, везде отвечаю, в основном. И Ютуб везде. Масерна дересхил, бюстал дек алюэл, уйрламаз дал обалдуэл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами был ваш брат Башлам. Я еще пока не ложусь спать, пока еще буду читать. Мне надо еще некоторые документы поднять и посмотреть. Если что нужно, пишите, спасибо. Я делаю замечания, говорю, не пишите некомпетентные, оскорбительные комментарии, а иначе я их выключу. Всем удачи, массер адикюэль, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.